полчаса стоит 2000. Посещение заповедной зоны. Такая дорожка. По корешкам и по камушкам. Превращаются в вот такие мелкие. Я сюда-то даже не обернулась. Ты чё? Я подскользнулась. Высота 1234. Такое ощущение, как будто вот можно дотронуться. Вот тут где-то мы, вот тут живем. Я сейчас скажу, вот это кореец. У вас в руках два карабинчика. Один большой. На меня внимание. Все, идем сдавать свои. Аня, давай вместе как-нибудь попадем. Тут до 90, а там? До 100. Подождите, мне все неудобно. А я представила, знаешь как? Из 10 сколько страшно. С этой скалы спускается. Вот как тормозит-то. А я думаю, что... С Таней ходим по скалам. Смотровая площадочка. Вон, видите, тут видно Ялту сейчас будет. Бабочки, сколько вас тут. А сейчас они сглажены, потому что народ... А, эти иголочки скользят. Вау! Хвоей тут везде пахнет, да, сильно? Кстати, камни вообще холодные. Замороженным? Держи. Народу все больше. Время 15:00, мы выезжаем. А ты не посмотрел, сколько километров там было? Сюда мы ехали. Мне кажется, где-то 30, наверное, да? Не помнишь? 33, по-моему. 33 было. У меня открыто. А, тут тоже кушают. Шаурма, лагман. Ну, как раз озвучка из фильма подходит под нашу дорогу. Яркие еще, да? И такие тесненькие опять друг на друге. Ну. О, а там крепость какая-то, смотрите. Ай, памятник, там что-то какие-то архитектуры. То что? Да, давай сходим. Посмотрим, что это такое. Шиповник, что ли? Как его много. Очень много. Обалдеть. На каждый яд. Шиповника сколько много. Просто вот весь усыпан. Вечная слава героям, павших в борьбе за свободу, независимость нашей Родины. Воинское захоронение, братская могила партизан 41-46 года. В братской могиле захоронены командиры и бойцы Ялтинского партизанского отряда, павшие в боях с немецкими оккупантами в декабре 41-го. Так. Что, покупаем жилье? Море. Вид красивый, да. Да, вид красивый. Прикольно. Из окон такой раз. И смотришь. Ой, Аня, яблоки. И что это? Все деревья в фруктах. Где?
Ой, это что такое? А что это такое? Что там видно? О, нифига. Обрывы сразу, да? Как джунгли. А, да, джунгли. А, да. Вон. А, да, А проплешины. мы вот оттуда. Так ее не видно, да, спустится? Вообще не видно. Сказали, что нельзя теплоходы. Да. Я просто Ты знаешь, что именно ты настоящий князь. А к нему есть какой-то мультик? Ну да, это мультик идет. Заповедник в кинолентах. О, ничего себе, Вова. Тут фильмы снимались. Дон Кихот, 1957 год. Кавказская пленница, 1967 год. Спортлото 82, 82. Приключения Буратино 75. Морозко тут. Заложница 90-й год. А где Морозко, ты видишь? Ай, Морозко 64-й год. Представляешь? Не все, еще Алим 1925. Дон Кихот, таинственный остров 41, Кавказская пленница, Я кукла и многие другие. Интересно, да? Что тут интересного? Это мы уже поближе к Ялте спустились. Вон кораблик, видите? Он так и стоит на месте. Вот он. А, ну вот, я сейчас уже набережная вообще четко видно отсюда. У нас это заповедник, значит, что-то... Что-то дорогое, ну, в смысле... Что-то. Не знаю, что в этом заповеднике. Заповедный Крым. А нет, какие-то плакаты стоят. Сосна крымская. Бук восточная. 565 гуляет. Ого. Сосна Палоса. Петропавловса. Прикинь, вот этой сосне, допустим, 500 лет, да? То есть сейчас 2000, какой год, 24-й? Папа Да. Карло Она создал здесь начала расти в 1524 Пиноккио из сосны родственной породы пини. О, а там лечь можно вообще. Нет, не хочу. Там грязно. Сейчас вот опять обрывы ведь. Все, вон. Вот уже одно и то же самое. Подскользнешься и все. Бубух. Вообще. Серебряная беседка, скала, Пендикюль. Знаете, вы на какой скале находитесь? Пендикюль.
Серебряная беседка, скала Пендикюль, является эколого-просветительским объектом на высоте 848 метров над уровнем моря. В конце 19-20 веков путеводители советовали путешественникам обязательно сделать здесь остановку. В то время посреди леса стояли столы, скамейки, а на краю скалы была оборудована видовая площадка, огражденная коваными перилами, которая сохранилась до наших дней. С нее, как и сейчас, открывался отличный вид на Ялту и горные склоны с густым сосновым лесом. О, снег. Изначально небо появилось в 1950-х годах. Оксана так и не объяснила, как город называется. Пендикюль. А беседка эта сделана 1950 года. И она сохранилась до наших дней. Дорогу Ялту, Айпетри, Бахчисарай прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 года по 1894. Руководила работами инженер-полковник Шишко. 30 лет вкладывали дорогу? Да. Это по которому мы сейчас едем. Водопад Учансу. Как думаете, хоть одну капельку-то увидим? Народу нету. Когда мы туда ехали, тут было очень много народу. О, кошка, ты что тут делаешь? О, смотрите, посидеть можно, полежать можно. Привет. Да, на кота похож. Худой-то какой, господи. Вообще. Хвостик маленький. Ага. Тут мы были. Да, тут мы были. Это, наверное, вот этот водопад. Да, Учансу. Ну, я не думаю, что он тут будет. Пион. Может, тут Тут мы были. каяк. Бирюзовое озеро. А мы к ним не стали подходить. По пути был. Тут мы были. Опук. Куташев. А, фотография. Это относительно новое все, да? А это как в сказочном лесе. О, смотровая площадочка. Спуститься только с этой стороны или нет? Да. Ну, садись. Опа. Где? Это лианы. Зачем? Сейчас поговорим. Так она зачем сюда? Так, я звук слышу. А, что-то блестит. Что-то блестит. Были? Там еще орел должен быть наверху. А, точно, вот орел был. Есть. Они еще не пришли. Но у нас был тогда огромный водопад. Если не будет, их также постараюсь схеме. Если ты отнесешь их на проходную, значит напиши, я напишу. Что-то там. Да, потому что они совсем обнаглели. Водопад. Да, заканчивай и дверь закрывай. А про Удуренко я сейчас выясню. Все, мы выехали на асфальтовую дорогу Куйбышева. Да. Мы спустились с гор, ну как, почти 23 километра, час 45. Все, вот, на трассу выехали. Бабушка, закройте, я сейчас окна помою. Ага, 23 километра. Все, на трассу выехали. Ялта, Симферополь. Я еще взяла сумочку пляжную.
купальник и сходила поплавала. Гранатовое дерево. Гранат растет. Ничего себе. Сколько его тут. Много.